Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Рождество Христово отмечает сегодня православный мир. Праздничные службы проходят и в Якутии. Вступили в силу ряд изменений в законах страны. Озвучим самые важные из них. В Нерюнгринском районе 21 год объявлен годом пожилого человека. Наши корреспонденты в праздничный день встретились с женщиной почтенного возраста, посвятившей себя церкви. Православные христиане отмечают Рождество Христово сегодня. Торжественная рождественская служба прошла в храме Христа Спасителя минувшей ночью. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно возглавил праздничное богослужение. Главная рождественская служба началась в 23:00 по московскому времени. Однако прихожане стали собираться у храма за несколько часов до ее начала. Всего на рождественскую службу было допущено около 350 человек. Данное решение было принято в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм. Обратившись перед началом богослужения к россиянам, патриарх Кирилл отметил, что прошедший год оказался полон тяжелых испытаний. Да поможет нам Господь в наступившем лете Его благости преодолеть опасный вирус, укрепить здравие телесное и душевное, восстановить жизнь нашего народа и жизнь нашего государства, чтобы только в памяти остался тяжелый год испытаний, как давший нам очень непростой, но по всей вероятности нужный урок. И остается только надеяться, что мы с вами этот урок осознали и сделаем из всего того, что с нами произошло и происходит, те выводы, которые помогут нам устроять и внешнюю жизнь, и стяжать внутреннее благополучие. Я сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Рождественские богослужения продолжились сегодня. В Якутске в Преображенском кафедральном соборе прошла праздничная литургия, которую посетил глава республики Асан Николаев. В храме собралось много верующих якутян. Службу провел архиепископ Якутский Еленский Роман. Торжественная рождественская церемония по доброй традиции прошла на 2 государственных языках республики. Глава Якутии в своем обращении к прихожанам выразил уверенность, что новый 21 год станет переломным в борьбе с пандемией. Прошедший год, конечно, был далеко не простым, но я уверен, что вот это Рождество, которое сегодня пришло на нашу землю, оно принесет с собой все-таки чудо. Жить станет лучше. Это море, эта пандемия, она уйдет. И, конечно же, мы все желаем в Рождество, в этот прекрасный, чудесный праздник, здоровья. Я объявил 21 год в Якутии годом здоровья. Здоровья не только физического, но и духовного. Потому что я считаю, что здоровый человек – это человек, который и физически, и духовно здоров. И, конечно же, я очень рад, что с каждым годом в нашем храме на Рождество больше и больше детей. Значит, вера сильна, значит, дети приобщаются. Мы живем ради них, мы делаем все ради них. И уверен, что и сегодняшнее Рождество принесет этим нашим детям всем чудо, которое явил нам Господь. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым. Далее текущие эпидобстановки в регионе. По информации Оперштаба, за минувшие сутки в Якутии выявили 121 новый случай COVID-19. Из них в Якутске 51. Среди районов больше всего заболевших в Мигино-Кангаласском улусе 13 человек. В Мирнинском и Нерюнгринском по 12, в Вилюйском 11, в Алданском 9 заболевших. В Ангинском и Татинском районах по 5 новых случаев ковид. В Нижнеколымском 2, в Тампонском районе заболел 1 человек. На конезаводе Берте в селе Улаханан Хангаласского района произошел пожар. Загорелся одноэтажный гараж. Огонь потушили накануне вечером. По информации пресс-службы МЧС, в результате происшествия огнем уничтожены гараж и 14 единиц техники. Общая площадь пожара составила 408 квадратных метров. Удалось спасти 3 единицы техники. В настоящее время устанавливают причину, виновника и размер ущерба.
Новый год и новые требования. Вступили в силу ряд изменений в законодательной сфере страны. Что ждет россиян в этом году и о чем нужно знать в первую очередь, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. С 1 января начали действовать новые правила Санпина к организации общественного питания. Они будут учитывать потребности детей, взрослых, инвалидов и других групп населения. Количество требований сократилось приблизительно в 5 раз за счет отмены устаревших норм и устранения повторов. Помимо этого, с 1 января вступила в силу новая редакция правил оказания услуг общественного питания. Отныне владельцы ресторанов обязаны будут информировать о цене на блюда, чаевых и сервисном сборе. Они также не смогут обязать посетителя оплачивать сборы, не указанные в прейскуранте. Напомним, с 1 января прекратил свое действие временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в 2 раза, сбытовая компания вправе ввести ограничения до полного погашения задолженности. Также с 1 января жителям многоквартирных домов запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей ждут штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей. Также с этого года на территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры. Отныне больше профессий станут доступными для женщин. С этого года список недоступных для дам сфер труда существенно уменьшится с 450 до 100 позиций. Жительницы России отныне смогут работать дальнобойщиками, парашютистами, водить трактор, а также становиться членами палубной команды корабля. А вот с 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра, обязательная фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. Помимо этого, с 1 января заработали обновленные требования комплектации автомобильной аптечки. В них включены 2 одноразовые медицинские маски, увеличено количество стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно. Также с 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. И самое главное нововведение этого года вступит с 1 апреля 2021 года. Это новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Так, раньше экзамен состоял из 3 этапов: теория, площадка и город. Новый регламент исключил площадку. По новым правилам кандидаты будут сдавать теоретические экзамены и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показывать элементы, которые раньше проверялись на площадке. Также нововведения коснулись и разрешения выдавать водительские права несовершеннолетним с 16 лет. Для этого нужно согласие одного из законных представителей, кандидата-водителя на сдачу им экзамена и выдачу удостоверения. Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, кроме случаев, когда его признают полностью недееспособным. В Нерюнгринском районе этот год объявлен годом пожилого человека. Доля граждан старшего поколения в районе более 30%. Это люди, которым необходимы дополнительный уход, медицинское обслуживание и бытовая помощь. Сегодня, в рождественский день, наши коллеги встретились с нерюнгринкой почтенного возраста, посвятившей себя церкви. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обидов, от тоски. Лидия Кузьменко приехала в Нерюнгри в 80-м году в горе хоронить свою дочь. Женщина молилась, чтобы быть с Богом. К ней присоединились люди, близкие по духу. В молитве горе Лидии Александровны перерастало в радость. Православные нерюнгринцы зажглись идеей построить храм в молодом городе. Первые попытки собрать финансовую помощь у организаций не увенчались успехом. В 1992 году главой Нерюнгри стал Эдуард Яковлевич Эстерлейн, и активные православные пошли к нему с просьбой о строительстве храма. Он встал из-за стола, обнял нас всех с такой радостью, говорит: я всю жизнь мечтал поучаствовать в каком-нибудь святом деле. В 1993 году в Нерюнгри был открыт православный храм иконы Казанской Божьей Матери. Это построен храм своими руками, а я тогда сломала спину. 2 позвоночника было переломных.
И я молилась, лежала и говорю: Господи, разреши мне только ходить, дай мне только, пожалуйста, силы ходить. А к старости я буду лежать и радоваться. С радостью буду лежать. Лидия Александровна была в храме катехизатором, преподавала основы христианской религии и вероучения и обучала в воскресной школе. 15 ее учеников стали священниками. Сегодня 87-летняя Лидия Александровна радуется от хорошо проведенной жизни, наполненной добрыми воспоминаниями. Даже лежу, ко мне каждый день приходят из храма. Я вот, видите, не могу ходить и даже картошку почистить, если я сяду там, я 5 минут могу посидеть и тут же ложусь. Мне приносят еду из храма. Девочки приходят, даже ребятишки из воскресных школ приходят мне и помогают, и пол помоют, и что-то там сделают, что я могу попросить, там в магазин сходить, в аптеку сходить. Так что живу я с радостью. Старость проявляет то, что накоплено человеком за жизнь. Рядом с добрыми, праведными людьми по-настоящему тепло. В их глазах сияет тихая радость. Старость для них всего лишь дверь к желанной цели, к переходу в вечность. Но у них еще много причин, ради которых стоит жить, извлекать из своих зрелых лет максимум пользы. Посещать храм, собирать и записывать семейную историю, созидать семейное единство, собирая родных вместе. В любом состоянии человек верующий, не теряя веру, живет в радости. Объявление 2021 года в Нерюнгринском районе годом пожилого человека позволит повысить значимость данного вопроса и создать положительный общественный резонанс, поставить в центр внимания интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В рамках Рождественского фестиваля искусств сегодня в Якутске состоится онлайн-выступление филармонии Якутии. Рождественский концерт симфонического хора можно будет посмотреть на сайте филармонии в 16 часов 30 минут. Онлайн-трансляция будет вестись с Преображенского кафедрального собора. В этом году из-за пандемии наш 8-й фестиваль пройдет в несколько ином формате. От всей души приглашаю вас войти на сайт нашей филармонии, на котором вы найдете концерты, подготовленные специально для вас к этим праздникам. Пусть добро победит зло, и в будущем, недалеком будущем, мы обязательно встретимся с вами в концертных залах для того, чтобы прикоснуться к чудесному миру музыки. С Рождеством всех вас! И в завершение о резких переменах погоды в Якутии. В 5 районах сегодня наблюдается усиление ветра и метели. По информации синоптиков, порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду на севере Мирнинского района, а также в Оленёкском и Жиганском улусах. В Анабарском и Булунском районах метель, порывы ветра 20-25 метров в секунду, местами до 29-34 метров в секунду. Госком-ОБЖ республики напоминает водителям быть внимательными на дорогах. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.